Протаранила забор. Несколько автомобилей и хотела скрыться с места происшествия. Крупная авария произошла сегодня на улице Гвардейская. Владельцы разбитых автомобилей едва смогли остановить 58-летнюю женщину, водителя Toyota Corolla, отобрав у нее ключи. Они предположили, что автоледи не трезва, но автоинспектору уверили, что это не так. Подробности у Нафисы Минязовой. Она кричала: вы что со мной сделали там? Вела вообще себя непонятно. После тарана 3 машин женщина, управлявшая Toyota Corolla, не то чтобы не извинилась, она стала обвинять в произошедшем всех остальных. Ждать автоинспекторов не хотела. Пыталась уехать, мы у нее ключи просто отняли. Владельцы поврежденных автомобилей предположили, что автоледи пьяна. Они заблокировали ей пути к побегу с места происшествия и стали восстанавливать картину произошедшего. По их словам, женщина двигалась по автобусной полосе и, вероятно, перепутала педали тормоза и газа, поэтому сперва врезалась в ограждение. Затем ее отбросило обратно на дорогу, прямо на проезжающие в этот момент машины. Она отлетела на среднюю полосу на Renault Duster. Renault Duster, соответственно, после этого столкновения на меня. Мы остановились с Renault Duster'ом. Женщина останавливаться не спешила. Поехала дальше и врезалась в Мазду, стоящую на перекрестке в ожидании разрешающего сигнала светофора. После этого уехать дальше ей уже не дали. Автоинспекторы не обнаружили у нее признаков алкогольного опьянения. Вести ее на освидетельствование причин у них не было. На камеру женщина ничего рассказывать не захотела. Вы не признаете вину? Нет, не признаю. Свою вину она чуть позже признала лишь частично, только в аварии с Маздой. Водители надеются, что доказать ее вину в остальных столкновениях помогут камеры видеонаблюдения и очевидцы. На разбор происшествий в ГИБДД их пригласили 5 апреля. Нафиса Минязова, Рамзиль Гарипов, вызов 112. Происшествия и аварии, трагедии, героизм спасателей и сила закона в программе «Вызов 112» на сайте tnv.ru и на YouTube-канале ТНВ. Подписывайтесь.